Книга Ташидондок и Сергея Батоевых «История рода Бадмаевых, основоположников в тибетской медицины в России». Глава 3. Родословная семьи Мунтаровых из Таптаная. Текст от авторов читает Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбажап Цыбикова. Часть 19. Из исторических преданий известно, что существовал род Оргоде-Бодонгут, члены которого обосновались в районе реки Хилок. В 1820 году они укочевали с хоринских земель на территорию местности нынешнего Таптаная, это Восточное Забайкалье. И здесь их род стал именоваться Хёлго-Бодонгут. Хёлго – это Хилок. На современном этапе они проживают на территории местности Узона и Алханая. Есть вероятность, что они также живут на территории Зудхулея, Чандалея. Продолжим рассказ о дочерях Бадмаева Буды. Это старшего брата Петра Бадмаева. Старшая, Будаева Алхамашап, 1872 года рождения. Будаева Чимит, 1874 года рождения. И Будаева Циригма, 1885 года. Она выехала в Монголию, и ее мужем был монгол, вероятно, судя по имени Буяндылгар. У них родился сын Пунсук-Дамба, который затем жил в городе Чебалсан, Республике Монголия. Известно, что в Монголии проживали Будаева Чимит и Будаева Бальжима. Однако данных о Будаевой Дулмажаб нам обнаружить не удалось. Итак, самым старшим ребенком Бадмаева Буды являлась дочь Алхамажаб, 1872 года рождения, в Улусе Хондей она родилась, видимо, и у нее был сын Будаев Намжатан. Такое редкое имя, бурятское Намжатан. По данным Бальжира Жамбаловича Жаргалова, на территории Таптаная жила семья Барья Жундуй бадангутского рода. У него родился сын Жунды, а от него сын Жундуй Вратна. Его женой являлась Шагдарова Индра, но тут пишет Индра, может быть Индира. Семья имела детей. Роднаев Циринжаб, указывает в скобке, что был Ламой. Роднаев Доржи, Роднаев Цириндандаг, опять Лама, то есть буддийский монах. Роднаев Гамба, жена Сундуева Алхамажаб. Роднаев Бато, Роднаева Харла, Роднаева Долгаржаб. Роднаева Алхамажаб, ее муж Гамбоев Тудуб. Однако здесь допущена досадная ошибка. Гамбоев Цирен, потомок Роднаева Гамбо, имел сына Тудупа. По архивным данным, обнаруженным нами, указана семья Циренова Тудупа. Так, в 1911 году хуацайского рода указана семья Доржи Санданова. Ему было 42 года, он был 1869 года рождения. Жена Алхамажаб Будаева, 39 лет. Мы указали, что она была старшей дочерью Бадмаева Буды из рода знаменитых Бадмаевых. В семье родились дети под фамилией Доржиевы. Артын, годы жизни указаны 1901-1962 год. Жаргалде, 1903 года, 1984 года, годы жизни. Янжигма, потом Мишигма, родилась в 1906 году, умерла в 1966 году. Долгар и Жамбал, 1910 года рождения. Семья имела в собственности одну деревянную и одну войлочную юрты, одну лошадь, 8 голов крупного рогатого скота и 3 козы. Вообще, в старых документах, которые находятся в архивах, во многих местах, во многих документах указаны
другие суммы, которые не соответствовали действительности, да. Это понятно, потому что в то время люди указывали неправильно, специально, боялись указывать большое количество имущества, да. Исследователь Жаргалов указывает сведения о Доржиеве Артоне, его жены Ачирова Пельжит и Удамбра, дети Артона Циринджаб, Ольга, в скобке указана Роза, Долгор, Янжигма, Цирен, Нина и Светлана. Другая дочь Доржиева Жаргалде была замужем за Жамбаловым Жаргалом. Годы его жизни 1901 и 1982 год. Шарецкого рода. Семья жила в селе Топтанай, взрослые работали в колхозе, Жаргал являлся участником Великой Отечественной войны. В семье воспитывалось 9 детей Жаргаловых, которые все получили высшее образование: Бальжинима, Бальжир, Матумунко, Цибигмит, Дарима, Долгор, Дулма и Жамсо Базаров. Вон сколько детей. Последний был отдан в дети в семью Бадмаева Базара, которые жили в Топтанае. Так Жамсо стал зваться Базаровым Жамсо. Автор Даштанак Батоев учился с Жамсо в школе вместе. И всегда он упоминал о родственных связях с Петром Бадмаевым. Так Жаргалова Бальжинима вышла замуж за Дашиева Самбу. Опять годы жизни тоже указаны, 1914 и 1996 годы, совсем недавнее время. В семье воспитывались дети Сысыгма, Чеми, Циржу, Циригма, Батыр, Бато, Баир, Бадма, Дарима и Бальжит. Бальжир был женат на Дармаевой Дулмажаб из рода Лыглут-Хубдут. Воспитали детей Владимир, Олег и Елена. У Батмунко была жена Дондакова Циригма, их дети Цириндулма, Валентина, Роза, Ципилма, Баир и Батыр. Семья Базарова, то есть Жаргалова Жамсо, его жена Сергеева Ирина Сактоевна, родились дети Сергей и Зарикто, теперь жена Жамсо Лобанова Анна Санжиевна. Да, мы помним такого человека. Жамсо Жаргалов был также женат на Междоржиевой Галине. Их дети Любовь, Елизавета, Людмила или Лидия, Лариса, Насак и Бато. Цибигмит Жаргалова была замужем за Баиром Базаровым. Их дети Сурунзан и Саяна. А теперь муж Цибигмиты, Дамнин Циренов Дамдинжаб. Дарима Жаргалова замужем за Батамункуевым болотом. Их дети Тимур и Тумен. Долгор Жаргалова замужем за Борисом Дугаровым. Их дети Беликто и Буюнто. Семья Дулмы Жаргаловой, Эржена и Светлана. Таким образом, все Доржиевы являются прямыми родственниками Бадмаевых. Доржиева Янжигма имела 5 детей и жила в Монголии. Доржиева Мишигма, годы жизни 906 и 966 год. Ее муж Сахинов Сергей. В семье родилась дочь Светлана. Ее муж Попов Николай Петрович. Их дети Лариса и Ольга. Доржиева Долгор. Ее муж Базаров Шоин. Семья Шоиновых воспитала детей Матумунко, Жаргал, Циндылма и Владимир. У Батмунко родились дети Валерий, Любовь и Цирин-Доржи. У Жаргала дети Валерий, Роза, Цирин-Дулма, Сысык Владимир. У Циндылмы дети Беликто, Сыржу и Батацирен. Доржиев Жамбыл, 1910 года рождения. Его жена Дугарова Жаргал, 1913 года рождения. Их дети Жамбаловы Жаргал, Лупсын-Цирен, Дашидандак, Байсхалын, Очиржаб, Сысык и Гарма. У Жаргала дети Мыдыгма, Лхамажаб, Митуб, Андрей Цедаша, Валентина и Цинге. У Лупсын-Цирена жена Цижидма.
их дети Римма, то есть Марина, и Света. У Дашдандока, 1939 года рождения, дети Дарима, Баир, Бато, Булат, Сайылма. Жамбалов Байсхалан, 1943-1995 годы жизни, его жена Батажаргалова Дулма, их дети Юрий, Аюр, годы жизни 1971-1997 годы. Дарима и Демид. Жамбалов Ачиржаб, 1945 года рождения, жена Даржиева Цириндулма, их дети Циндыма и Цицик. А у Жамбалова и Сысык дети Тумен, Дарима, Илбык и Дулма. Жамбалов Гарма, жена Зарыктуева Байрма, их дети Ринчин Доржи, Гамбо Доржи, Виктория и Циригма. Соответственно, можно сделать вывод. Тансухан Бадма родился в большой и богатой семье Мунтаровых из Таптаная. В семье воспитывалось 8 детей. Мунтаров Хайдов стал ламой и не мог завести семью по религиозным канонам. Мунтаров Бутухе имел сына Тагона, 1856 года рождения. Он женился на Цибиковой Жаб, 1856 года рождения. У них родился сын Тагонов Рабдын, 1886 года рождения. Его женой являлась Ракшаева Долгар, 1887 года рождения. Семья располагала одним домом, 2 деревянными и 2 войлочными юртами. В хозяйстве было 40 лошадей, 126 голов крупнорогатого скота, 300 овец и 30 коз. Они жили в местности Урда-Таптане и Харгастой. Но первая жена Тагонова Рабдана, Долгор, умерла, и второй женой стала Дамдинова, Д. 1893 года рождения. В семье Рабдана был сын Даширабдан. Росли дочери старшая Дулма и младшая Дулма, а также Мыдыгма и Цирма. Крупный работник советской торговли Агинско-Бурятского округа и Читинской области Михаил Дашин женился на младшей Дулме Рабдановой. Она родила сына бояра и дочь. Мыдыгма Рабданова вышла замуж за Затугаева Мункажаргала, а на ее сестре Цирме женился Дугаров Харло. Цирма родила детей Янжима, годы жизни 1905 и 1979 годы, Жунды, 1908 года рождения, и год смерти 1973 год, Самбу, годы жизни 1911 и 1970 годы, Хандама, годы жизни 1913 и 1936 годы. Они жили в селе Таптанай. После Октябрьской революции Мыдыгма и Цирма выехали с семьями в Монголию, в местность Улзингол. Здесь Цирма еще родила детей Алхасурун, годы жизни 1926 и 1990, Алхамжав, 1926 года рождения, и Ишвалджер, 1930 года рождения. Спасаясь во время репрессий в Монголии, они меняли фамилии и имена, поэтому сложно до конца проследить истинную судьбу семьи Бутухеева, Тагона и Тагонова Рабдана. Возможно, они погибли в период репрессий. В Государственном архиве Республики Бурятия нами обнаружены сведения о Мунтаре с Янжимой из бадангутского рода. Существовала большая семья бадангутского рода Мунтара в местности Хоэта-Таптаны. Его женой была Янжима. Его отец Суванов Ачир. Так Ачирова Янжима являлась знаменитой Удгын, женщина-шаманка, среди бурят Хоринской и Агинской степной думы. Итак, Ачирова Янжима родила 8 мальчиков. К сожалению, в документах не указаны данные о дочерях этой семьи, ведь в те годы девочки в основном не учитывались в документах. Им не наделялись земельные участки,
Указаны сыновья Мунтаров Аюша, Мунтаров Шарбуда, в скобке Гомпил, еще указано, что он лама, Мунтаров Хайдаб, Мунтаров Бутухе, Мунтаров Санхир или Сантир и Мунтаров Жалсаре, Мунтаров Титерин и Мунтаров Дагба. Он тоже был ламой, видимо. В семье воспитывались 7 сыновей, ведь Мунтарова Дагбу отдали в дети родственникам. Он впоследствии стал ламой. Так Шарбуда, то есть Сахалте Ламхай, стал Шрета ламой Агинского Дацана. Сын Хайдаб стал ламой Зурхайша, а сын Хир стал Бо, то есть шаманом. Тем не менее, Санхир был женат. Родился сын Цирен, а у него Найдане Шоэжет. А от него родился сын Боре, у которого были сыновья Бороев Балдын и Бороев Ямпил. Так сыновья и дочери Бороевых жили и живут в селе Таптанай. У Бороева Балдана были дети Хандама, Чимит, Тамдин, Базургура, Дашдандак, Дашнан, в скобке указано, Сультим. Балданова Хандама имеет детей Ципилма, Дулма, Цирен, Лиза, Дашираптан. Балданова Чимит родила детей Дарима, Мункажаргал, Цирин-Дулма, Цисыгма и Сысык. Балданов Сультим воспитал детей Бабу и Зыгбы. Балданов Даштандак, то есть Дашнан, имеет детей Апрель, Ципылма, Роза, Дарима, Татьяна, Лариса. А данных о Балданове Дамдине и Базургуро нам не удалось обнаружить. На этом мы закончим 19 часть 3 главы. Текст от авторов читал Баир Дугаржапов, ведущий научный сотрудник Агинского национального музея имени Гамбажап Цибикова.